Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто думает о вас дни и ночи напролет? Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Господи, не просто думает, еще и слезы по вам льет. Ах, да. Девочки, мужчина, которого вы прекрасно знаете, и мужчина, с которым вы провели много-много времени. Это ваш какой-то бывший, либо муж, либо парень. Я сейчас дам описание. Мужчина начал лысеть. Залысины, лысина. Мужчина, как габариты поменял, да? У него сейчас живот вырос, хотя раньше был прям такой худенький, стройненький, ну прям картиночка. Выглядит очень-очень плохо. И он сейчас живет с какой-то другой женщиной. С другой женщиной. Ну вот прям лысина за лысина. Кстати, это его очень беспокоит. И это для него прям самый большой пунктик, самая большая его беда. То, что он все хуже и хуже выглядит, особенно вот с волосиками проблема. Лысины за лысины. Может быть, даже наголо бреется периодически, да, чтобы не было видно этой лысины из-за лысины. Возможно, проблемы с волосами у него начались еще во время, когда вы были вместе, либо встречались. И прям да, это его беда. Так, этот мужчина, он сейчас не с вами 100%, он рядом с какой-то другой женщиной. Это другая женщина, на него прям, смотрите, крест к спине ему прибила, такой тяжелый, здоровый, железный крест. И вот он его тащит. Женщину он считает не иначе, как акула. Акула хищная, акула опасная. Он ее боится, но он с ней живет. С ней живет. Почему он думает о вас? Девочки, он не просто думает о вас, он еще и как и завидует вам, и злится, и очень сильно на вас обижается. Этот мужчина считал, что ему цены нет, что он дар небес, и каждая женщина, на которую он посмотрит, должна просто вот молиться на него, на коленях за ним ползать. Но когда он выбрал ту другую, либо вы его, может быть, даже выгнали, да, каждый по-своему отыграется, от него удача отвернулась. У него с каждым, месяцем, годом все хуже и хуже все становится, а у вас все наоборот. Вы, во-первых, и лучше стали, гораздо более такая эффектная, чего-то добились в жизни. Вот идете по жизни с улыбкой на лице, а он идет с этим крестом на спине. Конечно, он чувствует себя некомфортно. Раньше он как-то не сильно о вас вспоминал, он просто был уверен, что вы там где-то скатились, по рукам пошли, там, не знаю, спились, стаскались, да, ничего хорошего с вами нет. А вот где-то месяц-полтора, вот здесь что-то произошло, как будто бы он о вас что-то узнал. Может быть, вы случайно встретились, и он увидел, какая вы шикарная. Может быть, он с кем-то из ваших общих знакомых поговорил, и ему рассказали, какая вы стали, как вы живете, да, что вот вы процветаете, в отличие от его представления о вас. И это, конечно, его коробит. А кто-то из вас нашел действительно достойного мужчину, и сейчас вы общаетесь, встречаетесь, может, замуж вышли. Вот, он знал, как вы хорошо живете и как плохо ему. Поэтому он о вас постоянно думает. Думает, переживает очень сильно. Как же так? Как же так? Почему так все поменялось? Почему у вас слон поднял хобот вверх, а у него акула перед глазами плавает? Что произошло? Куда я не туда свернул? Да? Плохо ему, девочки, плохо бывший. Еще, смотрите, пиявка к нему присосалась. Может быть, он еще и сам, ребенка воспитывает, либо еще над кем-то опеку взял.
Хочу на оракуле посмотреть, будет ли он действовать и вообще все, к чему это все. Да, девочки, тут такая зависть идет, что у него ничего не случилось, не сложилось в жизни, а у вас наоборот все классно. Думает о том, что, может быть, пока не поздно сделать хитрый ход конем, да, назад, написать вам хочет. Написать, прошлое повспоминать. Ну, шанс хочет попросить у вас. Ну, все в тучах. Нет. Девчонки, скорее всего, как-то вот попытается написать, поговорить, пообщаться, но это все ни к чему не приведет. Да вы его не хотите и не захотите. Да и не нужен он вам. Ну, реально не нужен. Зачем вам такие предатели, дураки? Все плохо у него, поэтому думает о вас. Завидует, нервничает. Не думал он, что вы без него справитесь, что без него ваша жизнь станет гораздо лучше. А тут, видите, обманулся, сам обманулся. Ладно, ну туда ему и дорога, пусть плачет дальше. Так, кто еще думает о вас? Какая-то женщина думает о вас. Женщина, которая страшно вам завидует. Женщина, которая постоянно сравнивает вас с собой. Женщина, которая хотела бы быть как минимум вами, ну а как максимум занять ваше место. Давайте так, правду вам скажу. Женщина, она глупая, агрессивная, ну такая, знаете, даже не знаю, как слово подобрать, вы меня простите, но вот плохие слова идут, я понимаю, что на ютубе нельзя этого говорить. Ну, в общем, скудоумная целиком и полностью. Тут это диагноз, это не просто слово, это диагноз. Дурное, тупое и агрессивное. Значит, девочки, эта женщина не может жить по-другому. Она постоянно ищет себе как образец для подражания, такого, знаете, кумира, которого она сначала себе находит, потом начинает ненавидеть, пытается подстроиться, либо настроиться на этого человека, быть как этот человек. Скорее всего, она с вами либо учится вместе, либо работает. В меньшей степени отыграется, что вы с ней проживаете вместе, ну, как соседки. Больше похоже, что вы с ней периодически как-то встречаетесь. Нехорошая она женщина, и ничего хорошего ее не ждет. Она сама себя до больнички доведет вот этими своими мыслями и вот этими стрессами. Она постоянно в панике, в стрессе и в этих мыслях, что «О боже, я хуже всех», да, либо «О боже, у меня там враги, конкуренты». Доведет. У нее уже неврозы какие-то происходят постоянно. Жалко, жалко. Но с другой стороны, господи, ну такая родилась. Знаете, как брак какой-то. Так, еще кто думает дни и ночи напролет? Здесь вышел мужчина. Мужчина, с которым вы недавно общались. Либо в интернете общались, либо лично общались. Мужчина, который вам что-то рассказывал, объяснял, может быть, даже какую-то консультацию давал. Доктор в поликлинике, например, какой-нибудь там специалист какой-то области, там, юрист, я знаю, айтишник, может быть какой-то служащий в банке, да, сотрудник банка, госслужащий. Человек, с кем вы общались. Опять же, в интернете тоже могли общаться. Человек думает о вас, потому что вы ему очень понравились. Он к вам почувствовал что-то прям такое родное, теплое и близкое. Человек теперь думает, а как же можно к вам подойти, а как можно с вами познакомиться. Ему вообще интересно, кто вы такая, как вы живете, чем занимаетесь. Вы на этого человека произвели впечатление очень грамотной, умной женщины. То есть он раньше таких, знаете, и красивых, и умных никогда не встречал. И тут вы прям очень-очень ему понравились. Я не могу сказать, что влюбился, но здесь такая симпатия сильная. И плюс то, что вы оказались гораздо лучше, чем все его знакомые женщины до вас. До вас. И еще что-то родное он к вам чувствует. Вот родное, близкое. Либо вы кого-то ему напоминаете, либо это родство душ, которое он очень ярко ощущает. Мужчина думает, ему очень хочется с вами встретиться в какой-то неформальной обстановке. Ну, вот видите, да,
предложить вам букет, пообщаться где-нибудь там в кафе, может быть, в ресторанчике. Вот он об этом думает, как можно вас позвать, как можно вас пригласить и как можно, ну, с вами действительно просто поговорить. Я не могу сказать, что он хочет вас, либо хочет с вами вот прям здесь и сейчас отношений. Нет, вы ему интересны именно как человек, как женщина. Очень необычная, фантастичная, я бы даже сказала. Убедиться, знаете, ему хочется убедиться, что это правда, что вы действительно такая, как он вас считал с первой встречи, да, либо с того разговора, который между вами состоялся. У этого мужчины за спиной дороги. Он будет искать путь, пока не найдет. Девчонки, ну как-то проявится, позовет на свидание, либо придумает какую-то хитрую схему, чтобы с вами еще раз пообщаться. Если в интернете, ну будет написывать вам, написывать 100%. Искать предлог для того, чтобы вот как-то лично с вами пообщаться, даже если это видеосвязь. Мужчина, в принципе, такой нормальный, неплохой. Ну, даст Бог, пообщаетесь. Пообщаетесь, он вас поздравлять будет скоро. Знаете, как придумывает какие-то слова красивые, да, может, там поздравлялки всякие ищет. Ну, как-то проявится, девчонки. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.